Сыктывкаре в специализированные учреждения по психоневрологическому профилю большая очередь. Не попасть даже на платной основе. Но не у всех семей есть возможность постоянно ухаживать за родными, у которых болезни Альцгеймера, Паркинсона, деменция. Оставлять одних на целый день таких людей опасно. Что делается в этом направлении? Почему бы не увеличить количество платных мест, если это востребовано? Вопрос от жителя Эжвинского района. Действительно, вопрос достаточно такой серьезный. Мы проанализировали у нас количество людей, которые... Вот мы сначала в министерстве на нашей комиссии видим число личных дел, которые нам поступают уже для помещения в дальнейшем людей в интернат. Они, конечно, с годами растут все больше и больше. Именно психоневрологического профиля поступает к нам людей. Не скажу, что есть необходимость развивать именно платные койки. Мы должны развивать в первую очередь бесплатные койки, поэтому в этом направлении мы и работаем. Значит, в прошлом году введены 2 дополнительных корпуса, и один из них как раз-таки психоневрологической направленности. Это Кунипский интернат в Сысольском районе на 70 мест. Да, немножечко мы смогли эту историю подвинуть, но вместе с тем, да, значит, необходимость создания дополнительных коек остается. На базе действующих интернатов это невозможно, потому что площадь просто не позволяет. Мы сейчас ведем работу по перепрофилированию Книжпогосского дома-интерната и 50 мест создадим там дополнительные еще именно психопрофиля койки. Кроме того, ведем большую работу, которая нам действительно должна очень помочь. Мы подали заявку на участие в национальном проекте «Демография», проект «Старшее поколение», вот в рамках которого мы и построили в прошлом году 2 корпуса, вот Тентюковский и Кунипский. Это строительство нового интерната на 200 мест психоневрологического профиля в Прилузском районе, в селе Черемуховка. Документы все технически готовы, ожидаем одобрения нашей заявки, предварительно заявка одобрена, вот буквально ждем сроки, в какие годы, ну, скорее всего, это уже не 24-й год, наверное, 25-й год, это будет и позднее, но рассчитываем на 2025 год начало строительства. Хочу отметить, что действительно ведь сказано о том, что сложно ухаживать за такими близкими людьми, которые вот страдают психическими заболеваниями, о чем вот я уже сказала, 68-й республиканский закон об уходе и помощи, он тоже распространяется на данную категорию, можно использовать вот уход и помощь помощников таких, и обратиться можно в соцзащиту. Ну и кроме того, в Сыктывкаре, как я уже говорила, можно также попробовать, может быть, это тоже поможет, по крайней мере, по уходу, значит, обратиться в Тентюковский интернат и использовать дневное отделение, хотя бы в дневном формате, дневное пребывание, чтобы было обеспечено уход, помощь, присмотр за пожилым человеком. Чтобы человек не был целый день в Чтобы он одиночестве. один, конечно, не был в одиночестве, нужен в любом случае уход. В интернат это для нас, конечно же, это уже такая последняя, да и для близких людей, конечно, последняя стадия, когда уже не справляется семья.